Здравствуйте, дорогие эксперты и участники конференции. Я Чинянова Виктория, ученица 5 Б класса Якутской национальной гимназии. Тема моего доклада – анализ некоторых звукоподражательных слов на якутском, русском, английском и китайском языках. Актуальность. Все эти языки мы изучаем в гимназии. Они все принадлежат к разным семьям. Якутский тюркского происхождения, русский славянского, английский это романо-германские языки, а китайский относится к сино-тибетской семье. Это дает нам понять, что мы живем в многонациональном мире, где все языки мира очень разные и красивые по-своему. А у животных языков нет, они разговаривают одинаково во всех уголках мира. И мне стало интересно, а как носители разных языков воспринимают звуки животных и птиц, и будут ли они похожи друг на друга, ведь собака лает и в Якутии, и в Англии одинаково, а как оказалось, мы слышим их совершенно по-другому. Исходя из этого, цель моего доклада – провести анализ звукоподражательных слов разных животных и птиц в данных языках. Нами поставлены следующие задачи. Рассмотреть звуки популярных животных и птиц. Корову, собаку, свинью, кошку, птичку, ворону, утку, лягушку в разных языках. Сопоставить эти звуки и определить, есть ли между ними сходство и различия. Вашему вниманию представлены таблицы с названиями животных и интерпретацией их голосов. Корова мычит на всех языках почти одинаково, начинается с сонорной «м». Лай собаки слышат лающие звуки, заканчивающиеся на согласные звуки. Интересно то, что в якутском и китайском языке звук «н», а в русском и английском звук «ф». Свинья хрюкает на якутском и русском почти одинаково, отчетливо слышен звук «р», а по-английски звучит совершенно по-другому «оник». А по-китайски нет звукоподражательного слова этому зверю. Кошка мяукает на всех языках почти одинаково, заканчивающимися на гласные звуки. Исключение составляет якутский язык, заканчивающийся на согласный звук «х». Это потому, что в нашем якутском языке нету дифтонга «яу». В голосе птички якуты, русские, англичане слышат в начале звук «ч», а якуты и англичане в конце слушают звук «п». Исключение составляет китайский язык, потому что у них нет четкого звука «ч», поэтому они используют самый звонкий «дю-дю». Заключение. В связи с этим можно сделать следующие выводы. Звукоподражательные слова имеются во всех данных языках. У них есть похожие звуки, но совсем одинаковых нет. В ходе нашей работы мы выяснили, что это совершенно разные языки со своими звуками, буквами и артикуляциями. И их интерпретация зависит от самого же языка, от того, сколько в нем гласных, согласных, сколько шипящих и жужжащих звуков и так далее. Мне была очень интересна данная тема, я для себя открыла и узнала очень много полезного. Спасибо за внимание, до свидания.